Доброе утро! Сегодня 1 февраля, начало последнего зимнего месяца. На календаре год 2013, а это значит, что впереди 28 февральских дней. А до Нового года осталась красивая цифра – 333 дня. Меня зовут Вероника Тарасюк, и это «Утренний эспрессо». Невзирая на короткий месяц, постараемся наполнить его интересными событиями, не упуская ни одного дня. А теперь, простите за небольшой каламбур, коротко о том, что нас ожидает в ближайшие 45 минут. Сегодня в «Утреннем эспрессо». С сегодняшнего дня вводится дифференцированный порядок оплаты энерго- и газоснабжения. О некоторых нюансах в главной теме дня. Все самое главное на первых полосах региональных газет и в обзоре прессы. Решение проблем. Теперь это просто с горячей линии «Утреннего эспрессо». Традиционное творчество или современное хобби – березовские вышивальщики. О театре и кино. Артист Брестского академического театра драмы Олег Бузук в студии «Утреннего эспрессо». На больших экранах хорошее новое в кинематографе. Сегодня 1 февраля. Для тех, кто следит за приметами, Макарьев день. День очень важный для народных метеорологических наблюдений. Погода на сегодня расскажет о погоде на ближайший месяц. Формула простая. Если тепло 1 февраля, такими будут и ближайшие 28 дней. Холодно, значит ждать еще морозов. Пока погода за окном говорит о потеплении, но февраль, он же и лютый. Поэтому возможно, что зима еще повоюет за свои права. А сейчас узнаем о погоде на сегодня. Прогноз от синоптиков. В Германии решили изобрести, не велосипед, а космолет. Это летательное средство сможет одолеть расстояние от Лондона до Сиднея всего за 90 минут. По мнению разработчиков, постоянные маршруты для пассажиров будут доступны на этом чуде в 2050 году. А вот ученые Кембриджского университета наконец-то поняли, почему сибиряки не мерзнут. Оказывается, все дело в особых генах, которые участвуют в терморегуляции. Но это все в мире. Давайте узнаем, что происходит совсем близко в регионе. Из обзора прессы наших корреспондентов. У известного литературоведа и бывшего декана филологического факультета Брестского университета имени Пушкина Владимира Синьковца была реальная возможность поступить в Московский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Однако победила любовь к белорусскому языку. Рассказом об этом интересном человеке «Народная трибуна» открывает новую рубрику «Не покидайте ж мовы нашей». Январь морозил нас и засыпал снегом, а в конце подмочил неожиданной оттепелью. Грипп, переохлаждение, ушибы и переломы по-прежнему входят в джентльменский набор зимних недугов. Как избежать проблем со здоровьем, читателям «Народной трибуны» рассказывают медики. Немало белорусов разбросало по миру, как живут наши соотечественники за океаном. Брестчанин Леонид Полховский почти 2 месяца провел в одной из канадских провинций. Своими наблюдениями и впечатлениями он поделился с читателями «Народной трибуны».
Уроженец Брещины, деятель кино всесоюзного масштаба Михаил Пташук любил бывать на родине в своей школе. Сегодня бережно хранят память о талантливом выпускнике. Однако именно это звено из биографии киномастера было незаслуженно забыто. Неизвестные страницы биографии прославленного белорусского режиссера открывает для читателей «Вечерка». «Непарадная Беларусь» – такое название получила новая рубрика «Вечернего Бреста». В ней журналисты попытаются рассказать о нашей стране с новой непарадной стороны. В премьерном выпуске рассказ о небольшой деревушке Седрушка Минецкого района, в которой хозяйничают не люди, а ястребы. Подробности на страницах свежего выпуска. Бережливость – лучшее богатство. Под таким девизом в Ивановской гимназии прошла неделя бережливости. Какими находками, предложениями и увлекательными мероприятиями была наполнена жизнь гимназиста в эти дни, узнаете из свежего номера газеты «Червоная звезда». Соревнования по зимней рыбалке ежегодно проводились внутри подразделений предприятия «Гранит». Любопытно, что в этом году праздник здоровья на Припятском канале, в котором приняли участие более 80 мужчин-рыболовов, организовали 2 женщины, пишут лунинецкие новины. Как улучшить итоги важнейшей аграрной отрасли? Ответ на этот вопрос искали участники областного семинара, который проведен на базе 2 соседних районов – Ганцевичского и Лунинецкого, с посещением, в частности, молочно-товарной фирмы СПК «Вульковский рассвет». Подробности в лунинецких новинах. О чем прочитать, узнайте из обзора прессы утреннего «Эспрессо». С сегодняшнего дня вводится дифференцированный порядок оплаты энерго- и газоснабжения. Что это значит? О всех нюансах сегодня утром мы поговорим с начальником отдела энергетики и топлива Брестского областного исполнительного комитета Ковалевичем Александром Николаевичем. Александр Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Мы сразу с вами начнем с такого серьезного момента. Мы уже упомянули о том, что вводится дифференцированный порядок оплаты энерго- и газоснабжения. С каким нормативным документом это связано? Принято на прошлой неделе постановление Совета министров 23 января номер 52 о некоторых мерах по оплате или по предоставлению услуг жилищно-коммунального хозяйства. То есть этим постановлением вводится порядок, с которым мы начнем с сегодняшнего дня оплачивать по-новому виды жилищно-коммунальных услуг, такие как электроснабжение и газоснабжение. Скажите, а граждане могут ознакомиться где-то с этим документом? В интернете можно ознакомиться, и в прессе будут даны разъяснения по применению, и все моменты, которые оговорены в этом постановлении, будут изложены в средствах массовой информации. То есть он находится в открытом доступе, и можно в любой момент уточнить какие-то нюансы. А вообще в целом, чем вызвана необходимость введения дифференцированного порядка оплаты? Ну, это в первую очередь вызвано тем, что тарифы для населения, по которым мы рассчитываемся за электроэнергию и за газ, на протяжении последних лет снижаются по сравнению с возмещением затрат на производство электроэнергии и газа. Тем самым требуется значительное увеличение бюджетных субсидий для возмещения стоимости производства электроэнергии и газа. И, соответственно, организации, оказывающие эти услуги, обеспечивают через перекрестное субсидирование, увеличивая тарифы для организаций. А на какой круг лиц распространяется этот дифференцированный порядок? Это касается всех или только какие-то отдельные группы населения? Если дом или жилая квартира оборудованы электрическими плитами, соответственно, там стоимость, если потребляется объем электроэнергии до 250 киловатт-часов по действующему тарифу, свыше 250 до 400 киловатт-часов по тарифу с коэффициентом 1,3 и свыше 400 киловатт-часов по стоимости полного возмещения затрат на электроэнергию. Что касается жилых домов и квартир без электрических плит, то там, соответственно, также 3 ценовых сегмента. Это до 150 киловатт-час по стоимости действующей, от 150 до 300 киловатт-час по стоимости с коэффициентом 1,3 и свыше 300 киловатт-час по стоимости, обеспечивающей полное возмещение на оказание этих услуг. Александр Николаевич, раз это постановление вступает в силу с 1 февраля, с сегодняшнего дня, скажите,
когда мы будем уже платить по новым тарифам? По новым тарифам мы будем платить за февраль до 25 марта, поэтому с 25 марта и в дальнейшем будет у нас действовать порядок дифференцированной оплаты за услуги электро- и газоснабжения. Скажите, а вот с вашей точки зрения, быть может, мы с вами коснемся сейчас вопросов такого более бытового характера, но вот с вашей точки зрения, что делать, чтобы все-таки как-то выиграть от этого вот обычным гражданам и быть более экономичными в этом вопросе? Надо, как говорится, использовать мероприятия по снижению потребления энергоресурсов или по-простому экономить, тем более сейчас 2013 год – это год бережливости, и необходимо, чтобы каждый житель нашей области, нашей страны занимался, уделял большое значение вопросам экономии и бережливости, то есть экономил электроэнергию, экономил газ. Скажите, а есть ли какие-нибудь доступные средства для граждан обычных, для того, чтобы экономить энерго- и газоснабжение? В связи с увеличением количества бытовых приборов необходимо как-то бережно относиться к их использованию. Если не оставлять включенными в режиме ожидания бытовую технику, по возможности меньше использовать электроприборы. Если зарядное устройство, то не оставлять их включенными в розетках, использовать энергосберегающие светильники и так далее. По газу это категории, которые попадают под действие этого постановления, о котором идет речь, по дифференцированной оплате услуг газоснабжения, необходимо, чтобы использовались газовые отопительное оборудование, современное, у которых небольшие расходы газа, тем самым при одинаковой отдаче будет экономиться природный газ. Александр Николаевич, в принципе, можно сказать, пускай хоть не прямо, но косвенно мы каким-то образом все-таки влияем на то, сколько мы платим за электроэнергию, а также за газоснабжение. Совершенно верно. Ну, еще хочу сказать несколько слов, то, что в связи с этим принятием дифференцированной оплаты при потреблении электрической энергии с расходом, где отсутствуют электроплиты, таких у нас потребителей 99%, при потреблении 300 киловатт-час переплата составит порядка до 20 тысяч. То есть небольшое увеличение стоимости, но все равно необходимо экономить, чтобы экономились энергия и, соответственно, наши деньги. Хотелось бы мне еще проинформировать наших телезрителей о том, что по газоснабжению действуют следующие границы. До 3000 метров кубических в год, начиная с 1 января 2013 года, стоимость газа будет по действующим ценам. От 3000 до 5500 кубических метров в год будет стоимость газа по нынешним ценам с коэффициентом 1,3. Свыше 5500 будет цена на газ, обеспечивающая полное возмещение затрат на оказание услуг газоснабжения. Ну и порядок не распространяется на многодетные семьи, на детские дома семейного типа, на семей, у которых есть инвалиды или родители, или дети. По электроэнергии также не распространяется на потребителей, у которых имеются электрокотлы с присоединенной мощностью более 5 киловатт-час, а также на тех абонентов, которые рассчитываются по двухставочному тарифу. Ну, или они могут определяться по действующему схеме платежей, либо по дифференцированным платежам, которые вступили в силу с 1 февраля. Александр Николаевич, огромное вам спасибо за то, что сегодня утром вы пришли к нам в гости и ответили, я думаю, что на вопросы, волнующие практически всех. Спасибо вам большое. А мы напоминаем, что сегодня утром на наши вопросы отвечал начальник отдела энергетики и топлива Брестского областного исполнительного комитета Ковалевич Александр Николаевич. Не забываем о бережливости. Кстати, с сегодняшнего дня, с 1 февраля, изменяется и бюджет прожиточного минимума в Беларуси. Так он составляет 924 тысячи белорусских рублей. Возрастут и детские пособия с этого месяца. Также новость от Министерства образования. Учителей и учащихся не могут обязать быть стоп-менами в обязательном порядке. Теперь это дело сугубо добровольное.
Но, тем не менее, школа и ГАИ будут продолжать продуктивную совместную работу для большей безопасности детей-пешеходов. А вот проблемы радиационной медицины будут сегодня решать в Гомеле на специальной конференции. Надеемся, что это станет еще одним шагом на пути к здоровью нации. Ну а если у вас возникли какие-либо вопросы или проблемы житейского толка, обратитесь на горячую линию утреннего эспрессо к Екатерине Нечипорук. Доброе утро, Катя. Доброе утро. Нет нерешаемых проблем, есть неправильно выбранные подходы к поиску ответов. Горячая линия утреннего эспрессо помогает сделать верный выбор. Сергей купил жене золотое кольцо, но не угадал с размером. Когда изделие отдали в мастерскую для раскатки, то есть увеличения, оно сломалось. Можно ли вернуть кольцо продавцу, спрашивает Сергей. Ведь при покупке его никто не предупреждал о том, что изменять размер изделия нельзя. В такой ситуации нет ни вины производителя, ни продавца. Опрометчиво поступили вы, поэтому вернуть поломанное изделие вы не имеете права. Зинаида Федоровна является гражданкой Республики Беларусь. В собственности на Украине у женщины есть половина дома. Ее интересует, должна ли она в такой ситуации платить налоги за собственность, находящуюся за рубежом. И придется ли ей платить какие-либо взносы, если она подарит эту недвижимость брату, гражданину Украины. За то, что у вас есть недвижимость на территории Украины, в нашей стране платить налоги не нужно. Если вы подарите свою часть дома брату, то вам также не придется платить никакие взносы, поскольку доход получает тот, кто получает в дар собственность. А нужно ли ему платить налоги в Украине, это уже вопрос к украинским юристам. Анна купила сыну полупрофессиональные хоккейные коньки и уже через несколько применений заметила дефекты. По всей ширине лезвия правого конька пошла трещина. На левом начали крошиться пластиковые детали. Когда женщина обратилась в магазин, чтобы вернуть бракованный товар, ей заявили, что коньки покупателям использовались неверно. И принимать товар или возвращать деньги никто не будет. Как быть в такой ситуации, спрашивает женщина. В любом случае свои требования продавцу необходимо изложить в письменной форме, оставив запись в книге замечаний и предложений или отправив заказное письмо с уведомлением. Если продавец утверждает, что это механическое повреждение и неправильная эксплуатация, из-за чего отказывается заменить товар или выплатить деньги, то в магазине нужно написать еще и заявление на проведение независимой экспертизы. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Мы продолжаем искать ответы на ваши житейские вопросы. Удачного вам рабочего дня и до встречи! Спасибо, Катерине. Ну а поводов для хорошего настроения, помимо разрешенных проблем, сегодня еще достаточно. Если у вас есть знакомые граждане США, поздравьте их с Днем национальной свободы. Очень красивый праздник отмечают в Таиланде – День цветов. На севере страны традиционно местные жители занимались разведением цветов. Так что показать им есть что. Девушки к этому дню шьют красивые наряды, из них будут выбирать самую прекрасную. Такой вот конкурс красоты. Завтра, 2 февраля, в США и Канаде отметят День сурка и узнают о приближении весны. А мы вам предлагаем узнать еще больше фактов и интересных событий в календаре утреннего эспрессо. 1 февраля 1699 года Петр I повелевает челобитные и договоры в России писать на гербовой бумаге. Более 300 лет назад, в 1709 году, на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане найден ставший прообразом Робинзона Круза матрос Александр Селкирк, проживший на острове более 4 лет. В 1865 году президент Соединенных Штатов Америки Авраам Линкольн подписал резолюцию Конгресса о внесении 13-й поправки в Конституцию США, отменившую рабство. Этот день считается в США Национальным днем свободы. 1 февраля 1931 года в Свердловской области в крестьянской семье родился российский государственный деятель и первый президент России Борис Ельцин.
Сегодня день рождения отмечает эстрадный певец Лев Лещенко. Он родился в 1942 году. В этот же день в Бресте родилась Лариса Глазырина, доктор педагогических наук и профессор. Основные направления ее исследований – коррекционная педагогика, педагогика дошкольного воспитания, физкультура и спорт, культура и искусство. В 1949 году выпущена первая виниловая пластинка. А в 1973 году впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров женщин. Традиционное белорусское творчество – это, конечно же, вышивка. Отличное занятие для вечерок и необходимая составляющая любой уважающей себя белорусской невесты. В орнаментах кодировалась информация, вышитые полотна были зеркалом любой хозяйки. За столетия вышивка не потеряла своей актуальности и стала для многих белорусов творческим хобби. С вышивальщиками современности наши корреспонденты познакомились в Березе. Началось все с маминой картинки, когда она показала из своих закромов, достала, скажем так, тоже неоконченную вышивку. Ну, как-то загорелся, наверное. Просто она показала и мне, и сестрам, всем. Вот сестры как-то только чуть-чуть, скажем, попробовали, поучаствовали в вышивании этой картины. А мне как-то, увлекло, наверное. Это занятие так увлекло Сергея, что он закончил мамину вышивку, начатую несколько лет назад, и приступил к своим. Не раз колол пальцы, пока наловчился делать крестики. После первой вышитой работы появилась вторая, а потом и третья. Чтобы вышить, например, этих медведей, Сергею понадобилось более десятка оттенков нитей и не один месяц кропотливой работы. Он посчитал, пришлось вышить почти 100 тысяч крестиков. Знакомые и друзья к его увлечению относятся по-разному. Интересно, да неужели мы столько лет вместе, как скажем, трудимся, работаем, знаем, и такого даже и не видели. А как кто вообще отнесся? Люди ж всякие. Сколько людей, столько мнений. Может, кто-то скажет, что дурачок. У Сергея традиция, они собираются всей семьей на всякие праздники, дни рождения. И как бы все хвалили от картина, вышитая Сережиными руками. Как-то я загорелась. Покажи один крестик. Мне больше не надо. Он показал все. Дальше все по дому делал он. Я сидела, вышивала. Вот ее первая картина, которую она вышила. Вот, то есть она тоже на вафельном полотенце, обыкновенно, чисто белое полотенце. Нашли эту схемку, на пробу, вот тебе крестик, вот иголка, вот нитки, вот. И так по крестику, один цвет, потом другой цвет. И так в итоге получилась картина. Сказочные сюжеты, пейзажи и портреты. Все они имеют свою маленькую историю. Этого ангела Сергей вышивал, когда жена уехала на несколько дней с маленьким сыном. Кстати, только 2 картины имеют название. Эту картину вышивала жена. Очень напоминает нашего малыша, ребеночка. Очень был он похож, когда был маленький, на этого шалуна. Вот она ее решила вышить. Уже обозвала Рома. Правда, она нигде не подписана, но мы-то знаем, что она так называется, скажем так. Шакира. Так называет эту вышивку Татьяна. Она занимает в доме самое почетное место. Ведь больше года она трудилась над ней, и результат превзошел все ожидания. Все они как-то одинаковые для меня, не знаю почему.
То есть я, посудивший, наверное, любую могу подарить кому-то, если это будет нужно, это может порыв души такой будет или что. Я не привязан как-то к ним очень сильно, что это вот все мое и все, я никому это не отдам. Многие картины, вышитые руками этих людей, украшают стены домов их друзей и родных. Особенно приятно то, что в каждой из них тепло рук и души мастеров, а значит, в ней особенная аура. Доброе утро. О том, что театр начинается с вешалки, знает практически каждый, но он просто немыслим без актера. Сегодня утром мы поговорим с артистом Брестского академического театра драмы Бузуком Олегом. Олег, доброе утро. Доброе утро, Вероника. Сразу мы раскроем некоторые карты. Помимо того, что вы артист театра, вы также еще снимаетесь в кино. Правда. Но о кино мы поговорим немного позже. Давайте сначала коснемся темы театра. Как давно вы играете в Брестском театре? 12-й сезон работаю, служу этому театру, получаю от этого театра удовольствие. И 12-й сезон восхищаюсь нашим театром брестским. Вообще, волею судеб, ездя по различным фестивалям, я часто бываю в других театрах. И с каждым годом все более и более убеждаюсь, что наш театр, наш Брестский театр, самый лучший театр. Брестский театр драмы готовит премьеру. Это постановка по пьесе Горького «На дне». Да, буквально через 2 месяца мы планируем сыграть премьеру этого спектакля. На сегодняшний день она в самом процессе работы. Хотелось бы много рассказать о этой чудной пьесе, но я сохраню интригу. Скажите, может быть, одну интригу вы все-таки раскроете? Какая роль досталась вам? Мне досталась роль Клеща. Так, вот это уже интересно, подробнее. В пьесе он показан с не очень хорошей стороны. Деспот, садист. А на самом деле я пытаюсь в каждой своей роли найти какие-то человеческие качества, человеческие чувства. И работая над ролью Клеща, я пытаюсь открыть в нем вот именно его человеческую сущность. Что его привело к этой жизни, как он оказался на этом дне, как он здесь существует. Но все-таки давайте вернемся еще к вашей работе в кино. В каком последнем кино вы снялись? Последний проект, в котором я принимал участие, это фильм «Притча». Во-первых, меня поразило то, что режиссером этого фильма выступила Игуменья. Это очень такой необычный режиссер для фильма. Необычный, да. Матушка Иоанна. Я первый раз вообще в своей жизни столкнулся с режиссером-монахиней. Как работалось под началом? Работалось матушки? очень интересно. Каждый съемочный день начинался с молитвы. В монастыре Свято-Елизаветинском вся монашествующая братья, это женский монастырь Свято-Елизаветинский в Минске, каждое утро начинал с молитвы. С молитвы за съемочный день, за съемочный процесс, за артистов, за съемочную группу, за режиссера. Олег, а в целом о чем эти фильмы, притчи? В жизни мы иногда поступаем совершенно неправильно, не замечаем близких людей, обижаем близких людей. И через свое прощение мы получаем какую-то благость в жизни. Ну, я думаю, что у меня будет такой последний к вам вопрос. Я думаю, что мы сумели заинтересовать телезрителей «Утреннего эспрессо», готовящейся премьерой театра в Бресте, а также вот этим фильмом, о котором вы говорили. Скажите, когда ожидается театральная премьера «На дне»? Есть ли уже какие-то конкретные сроки? Конец марта. То есть в конце марта? В конце марта, вот 27 числа, день театра. Мы как раз едем в Могилев на фестиваль, театральный фестиваль. По приезду с фестиваля буквально недельку еще порепетируем, почистим спектакль, доведем его до кристальной чистоты и думаем показать уже зрителю. А вот этот вот фильм «Притчи», его уже можно увидеть каким-то образом или еще пока нет? Да, буквально позавчера мне звонили друзья из Минска и сообщили то, что он уже появился в прокате.
Так что мы можем сказать, что у нас хорошие новости. Все любители театра в конце марта смогут увидеть готовящуюся премьеру «На дне». Удивительный фильм о прощении уже есть в прокате, поэтому с ним можно будет познакомиться. Да. Олег, огромное вам спасибо. Я вам желаю творческого успеха, я вам желаю творческого роста, и я вам также хочу пожелать, чтобы все ваши творческие мечты сбылись. И вам спасибо. А мы напоминаем, что сегодня утром у нас в гостях был актер кино, а также артист Брестского академического театра драмы Олег Бузок. Теперь наступила очередь кинематографа. Лидером кинопроизводства является Индия, которая в этом нелегком, но увлекательном деле опережает даже США. А вот американский актер Джек Николсон не очень любит общаться с журналистами и давать интервью. На ток-шоу его не видели с 1971 года. Самый популярный вымышленный персонаж для режиссеров – это граф Дракула. Про него сняли более 7 десятков фильмов. Насчет рекламы, которая двигатель прогресса. В раскрутку фильма «Парк юрского периода» было вложено 68 миллионов долларов, что гораздо больше самого бюджета ленты. Самый оскароносный режиссер – это мультипликатор Уолт Дисней. Ему принадлежат 26 личных Оскаров. И, кстати, вернемся к истокам. Отцы кинематографии, братья Люмьеры, не верили в то, что когда-нибудь кино станет популярным. Если бы они знали, как они ошибались. Но за белые экраны им отдельное спасибо. А тему кинематографа продолжит Екатерина Гараева. Доброе утро! В белорусском прокате на этой неделе стартовали целых 3 фильма. Криминальный боевик «Паркер», криминальная, но уже комедия «Реальные парни» и китайский фильм «Доспехи Бога. Миссия Зодиак». Кажется, создатели фильма «Паркеры» решили сделать главный упор на звездный актерский состав. В ролях Джейсон Стэтхэм и Дженнифер Лопес. Цивилизованные люди должны следовать правилам. И вот мои. Я не граблю людей, у которых ничего нет, и не причиняю вреда тем, кто этого не заслуживает. Расслабьтесь. В центре сюжета фильма «Паркер» история профессионального вора, который по воле судьбы становится киллером. Однако это не мешает ему жить и руководствоваться собственным моральным кодексом чести. Для него существует табу. Паркер никогда не украдет деньги у того, кто действительно в них нуждается. Ничто не спасет того, кто окажется на его дороге, и виновный всегда будет наказан. Но однажды ему приходится столкнуться с подлым предательством, когда собственная команда отворачивается от него. Такого он не готов простить никому. А значит, самое время разработать хитроумный план мести и притворить его в жизнь. Когда я говорю, что сделаю, я всегда держу слово. Всегда. И как ты вообще спишь? Не пью кофе после 7. «Stand-up Guys» или же «Юмористы» – именно такое название имеет фильм в американском прокате. У нас же фильм с Аль Пачино и Кристофером Уокеном получил название «Реальные парни». Простите меня, святой отец, ибо я согрешил. Когда вы исповедовались? 60 лет назад. Или около того. Вам следует признаться в каждом грехе, отдалившем вас от Христа. О нет, это надолго. Может, ограничимся сегодняшним днем? Режиссером фильма выступил Фишер Стивенс, на счету которого «Блудливая Калифорния», «Остаться в живых» и «Короткое замыкание». Действие картины происходит на протяжении 24 часов в Лос-Анджелесе наших дней. Отбыв 28 лет тюремного заключения за убийство, на свободу выходит Вал в исполнении Аль Пачино. Его встречают старые друзья и сообщники Док и Хирш. Док имеет прямой заказ от мстительного мафиози на убийство освободившегося товарища. После ожидаемого кутежа трио решает вернуть былую криминальную славу и с оружием в руках по-своему восстановить справедливость. Я отсидел за всех. Я реальный парень. «Миссия Зодиак» — это 3-й фильм с Джеки Чаном из цикла «Доспехи Бога». По словам самого актера и режиссера, это его последний фильм в стиле экшен. Дамы и господа, в мире осталось только 4 подобных скульптуры.
Фильм является продолжением фильмов «Доспехи Бога» и «Доспехи Бога 2. Операция Конкор». Главный герой истории – работающий по всему миру охотник за сокровищами Джей-Си по кличке Ястреб. Известный антиквар предлагает ему отыскать 6 редких статуэток в виде голов животных. В свое время эти бронзовые скульптуры входили в набор из 12 предметов, олицетворяющих знаки зодиака. Как и в 2 предыдущих частях, Джеки Чан выступил не только в качестве актера, но в этом фильме он установил рекорд Гиннесса за самое большое количество упоминаний в титрах. Чан работал на 15 основных должностях, которые были задействованы во время создания фильма, в том числе в качестве режиссера, продюсера, актера, хореографа по сценам драк и композитора. Тем самым он побил предыдущий рекорд – 11 упоминаний в титрах, который удерживал Роберт Родригес. «Доспехи Бога 3. Миссия Зодиак» в 3D. Привет, Джейси! Это Джонатан. Я на отдыхе! Смотрите в кинотеатрах с 31 января. Приятного вам просмотра! Зима против весны. Мы знаем, что победит весна, но дело тут, как говорится, в сроках. Чего мы ждем? Снега или скорейшего приближения теплых дней? С брещанами на эту тему говорила Татьяна Болтуть. Еще хотим зимы. Снежной, морозной. Хотя бы несколько дней. Более здоровье лучше. Лучше себя чувствуешь, когда вот это. Зима тоже должна быть зима. Зима должна быть. Еще месяц, февраль, зима, поэтому я так считаю, что еще должен быть снег, немножко мороз, но не больше, чем 20 градусов. Весна придет в свое время. Пускай еще зима побудет, пускай еще немного зимы будет. Еще для весны еще рановато, пускай еще немного мороза будет, только не больше, не такие, как были. Если хочется уже. А зимой насладиться успели? Да, уже хватило. Весны уже хочется. Погода плохая, слякоть, дождь, скользко. Еще 1 месяц зимы можно всего ожидать. Солнышко. Пусть дождик, пусть снег, но только чтобы солнышко было. Лето хочется. Лето. Солнышко люблю. Ну, так не нравится такая погода. Ну как так? То минус 15, то 0. Ну как? Нереально. Ждем уже весны, уже хочется поскорее, чтобы вставать, когда солнышко встает, и ложиться, когда еще солнышко не село совсем. Вот. Потому что очень тяжело жить постоянно в такой темноте, если честно. Хотелось бы все-таки, чтобы была еще зима, чтобы был еще морозик, чтобы можно было и детям и в снежки поиграть, на санках покататься. Вот. Все-таки зима должна быть зимой, а весна, она потом придет. Очень многое зависит от нас, но вот капризы погоды для нас всегда сюрприз. Кто-то еще ждет снега и морозов, а кому-то уже нужна весна. Но в любом случае пока заметно потеплело. На выходных температура будет такой. В субботу столбики термометров поднимутся аж до 7 градусов тепла. В воскресенье небольшая плюсовая температура, в среднем же около 0. Осадки, скорее всего, будут дождь или мокрый снег. И, кстати, в субботу будет достаточно ветрено. Так что выбирайте подходящую обувь, не забывайте про головные уборы. Ну а теперь давайте узнаем погоду на сегодня.
Вот и подошел к концу утренний эспрессо, но день только начинается, а с ним и последний зимний месяц. Еще раз вам напоминаем, не упустите возможности наполнить этот день яркими и интересными событиями. Меня зовут Вероника Тарасюк. Приятных выходных. До встречи на следующей неделе.